Здравствуйте. Почему так часто маленьких пациентов лечат за пределами Абхазии? Что с нашей педиатрией? Хромая диагностика. Сомнения в грамотном использовании антибиотиков. Как относится нынешнее поколение молодых родителей к прививкам? И о многом другом в программе «Аргама». Мы сегодня с Анной пригласили в студию замечательных докторов. Представляю наших гостей. Главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Республики Абхазия Ангелина Оторва. Ангелина Тенгизовна, мы вас хорошо знаем по ковидному периоду. Вы очень много были вовлечены в этот процесс, работали в Гудовском госпитале, в общем-то. Вы как пульт управления, так что мы с вами тогда тоже очень много работали. Я имею в виду наших журналистов, наших корреспондентов, и абхазское телевидение всегда получало внятный ответ на наши вопросы, во многом благодаря вам. В нашей передаче также принимает участие Инесса Камлия, исполняющая обязанности главврача Республиканской детской больницы. В передаче также участвует врач-педиатр клиники Лабквест Астанда Кварча. Вы долго работаете в сфере здравоохранения. Практика лечения дает, конечно, очень много информации, но, тем не менее, анализом и мониторингом общей ситуации, скажем, здоровья наших детей, вот в целом, в общем, должно заниматься, насколько я понимаю, Министерство здравоохранения. Сегодня можно сказать, что вы представляете Министерство здравоохранения Ангелины Тенгизовны. В Абхазии проводится некий анализ или мониторинг, который может дать нам возможность оценивать здоровье наших детей по какой-то определенной шкале, увидеть какие-то новые тенденции, если они появились, или же какие-то тревожные сигналы, какие-то некие, можно сказать, аномалии. Вот такую общую обстановку узнать в этой сфере, по-другому это называется ситуационный анализ, хотелось бы очень. Вам слово. Отдел статистики получает ежегодно отчеты со всех детских учреждений Республики Абхазия о ситуациях на местах. К сожалению, последние 2,5 года в связи с ковидом очень сильно нарушили обычный ритм жизни здравоохранения как в педиатрии, так и всего общего, и поэтому больше внимания уделялось на борьбу с коронавирусной инфекцией. Статистика есть, и отмечается последнее время по частоте заболеваемости у детей выросло количество детей с неврологической патологией, с нарушением речи. Выросло количество больных в последнее время с заболеваниями лор-органов. Это отиты, средние перфоративные отиты, которых раньше, года 3-4 тому назад, не встречалось достаточно так часто. Возросло количество заболеваний у детей как обычно это идет бронхолегочные заболевания, особенно в период осенне-весенний период. В летний период это, как и было раньше, это заболевание пищеварительного тракта, это энтеровирусная инфекция часто встречается. К сожалению, после коронавирусной инфекции у нас участились случаи с впервые выявленным сахарным диабетом у детей. Это часто встречается? Нет, это не так часто, но постковидные. На сегодняшний день, по уточненным спискам, у нас 30 детей с сахарным диабетом по Республике Абхазия. И при этом за последние 2 года порядка 5-6 где-то. К нам в стационар каждый месяц первичный сахарный диабет, постковидные года поступали. Это довольно-таки часто. Вы связаны с ковидом, да? Это именно отслеживается после ковида, да. Перенесенного ковида у детей. Приблизительно какого возраста эти дети? Разных возрастов. Первых 5 лет детей встречаются. Вы каждый раз, наверное, уточняете, они переболели ковидом, не конечно. переболели, да? То есть такая тенденция опасная очень прослеживается. Вы сказали, что есть отдел статистики в Минздраве, где аккумулируется вся информация, и там ее обрабатывают. Дальше что? Выявили, что какие-то заболевания увеличились, а какие-то, может, сократились. Дальше как вы работаете, или отдел статистики, сотрудники отдела статистики работают с этой информацией?
проводят анализ, изучают. Вот сейчас в этом году более досконально начинает работать программа по обеспечению, ведению, ну, и медикаментозному обеспечению, и обеспечению расходными материалами детей с заболеванием ДЦП и сахарным диабетом. То есть, если раньше эти дети получали частично обеспечение медикаментозное по программе российской финансовой помощи, имеющие российский паспорт дети, российское гражданство, и частично обеспечивались нашим государством, Минздравом. Сейчас, но по всем этим программам не получалось их полностью обеспечить так, как надо. Особенно сахарный диабет – это расходный материал, тест полоски, это инсулины. Вообще не обеспечивается по этим программам дети, у которых есть помпы. Поэтому в этом году с поддержки Кабинета министров планируется и вводится по программе обеспечения этих детей государством. Да. Программа вводится по полному обеспечению необходимыми медикаментными и расходными материалами этих групп детей. Сейчас начата диспансеризация детей школьного возраста, особенно детей сельской местности. Мы все знаем, что уровень жизни в наших селах достаточно низкий. Многие родители не могут вовремя привозить и обследовать детей в головные учреждения, чтобы иметь полноценное состояние, знать информацию о полноценную информацию о их здоровье. Поэтому та программа, которая сейчас началась, она очень поможет нам. По поводу статистики, когда я задавала вопрос, я хотела узнать вообще причины возникновения этих заболеваний, их рост. По моим наблюдениям, в последние годы у многих детей возникают проблемы психомоторного развития, задержка речевого развития, гиперактивность. Многие мамы борются с этим, они выезжают с детьми за пределами Абхазии, потому как сил Сухумского реабилитационного центра недостаточно, что нет таких специалистов, как детских неврологов, нехватка детских неврологов, логопедов, дефектологов, нейропсихологов. Есть ли у вас данные по этим видам заболевания с задержками развития? И есть ли необходимость расширить возможности Сухумского реабилитационного центра? Вы знаете, конечно, есть нехватка специалистов в этом центре, но он пока не работает в полную свою силу, потому что многие родители, не доверяя нашему центру, выезжают самостоятельно. Естественно, каждый родитель хочет для своего ребенка лучше и пытается его обследовать и получить лечение вне республики. И эта проблема достаточно серьезная, ее надо, естественно, углубленно изучать и решать. Потому что причины повышения, причины увеличения роста таких детей, часто их связывают с вакцинацией. Но многие дети с такими нарушениями есть, которые вообще не вакцинированы. И поэтому сказать напрямую, что есть прямая связь между вакцинацией и развитием заболеваний у этих детей, невозможно. Мы, например, хотя с медицинским сообществом достаточно серьезно связаны, о росте, например, сахарного диабета среди детей я слышу первый раз сегодня в этой студии. Прозвучала тоже интересная информация о том, что начинается диспансеризация. Она уже идет. Всемирная база Абхазия-Абазинский конгресс совместно с Минздравом Республики Абхазия. Они занимаются, да? И уже я надеюсь на то, сил. что на выявление сахарного диабета среди детей тоже будет обращено особое внимание. По части этой диспансеризации просто могу сказать, потому что она уже была и в селах Ачимчирского района, и в селе Гудаутского района очень хорошо организована диспансеризация. За 2 суток до приезда врачей делается забор крови, общего анализа крови и сахара детей натощак. И уже когда приезжает бригада на осмотр, уже на каждого ребенка кто забором есть крови занимается на анализы? Лаборатория в Сухуме делает, но медсестра. Мы выезжают, делегируем медсестер, согласованно с медсестрами ФАПа села, которые предупреждают родителей, детей приводят голодными на утром натощак, делается забор крови, измеряют их антропометрические данные. И когда уже проводится осмотр ребенка, на каждого ребенка заведена личная карточка с данной информацией и с прикрепленными анализами. Бригада очень хорошо сформирована, там находится, осмотр проводит невролог, окулист, лор-врач,
Мальчиков всех осматривает уролог. Проводится педиатр находится, и в плане дополнительного исследования проводится УЗИ-исследование, проводится электрокардиограмма с расшифровкой одномоментно. И уже исходя из того, что получается при обследовании, проводилась также еще флюорография это всех детей старше 14 лет, флюорография легких. И дальше, исходя уже после проведенной диспансеризации, осмотра детей, будет делаться вывод результата этого осмотра детей. Это вот по районам, а в Сухумском районе, в столице будет в такая принципе, Все районы извините, сельские, да. Перебиваю, ничего нового никто не придумал, это было в нашем детстве тоже. Это все делается организовано в школах, в детских садах, организуются, да, везде есть медсестра, делается организованно, выезжают на диспансеризацию и диспансеризируют тех детей, которые не могут там, нет у них в районе ФАПа, или те, которые не добрались до ЦРБ. А те, которые городские, у них есть городская поликлиника, они более-менее охвачены, конечно, с районами посложнее дело. То, что было до ковида, диспансеризация, когда проводилась со своими силами, сейчас реально она лучше организована и больший объем, большее количество врачей привлечено. И надеюсь, что результат тоже будет. Я хотела бы подключить к разговору Асланду Зауровну. Вот в вашу частную клинику обращаются родители с больными детьми. Какие диагнозы у детей? Ко мне на прием чаще всего обращаются дети с респираторными заболеваниями. Как сказали ранее, это приходится на осень и зиму, а в летний период или вот с началом таяния снега в горах у нас растет кишечные инфекции, чаще всего это ротавирусы и энтеровирусы. Не было таких редких патологий, из них я могу прям единичные посчитать, это были ревматоидный артрит, который, к сожалению, да, пришлось проводить диагностику и дальнейшее лечение за пределами Абхазии. Это были болезнь Крона, которая тоже была подтверждена за пределами республики. Такие вот единичные случаи и редких именно заболеваний. Хорошо, я думаю, что докторам не просто объективно Но вы немножко отвечать. некорректный вопрос задаете, хочу немножко вмешаться, да. То, что уровень поликлинический, там, будь это частная клиника, да, или поликлиника, да, там уровень другой. Они работают больше на прививочный календарь, на тех детей, которые с легкой респираторной в чем мой некорректный вопрос? с какими заболеваниями. А более серьезные, те, которые дети, да, они уже сразу попадают в стационар. Или по направлению с поликлинического доктора, или самостоятельно уже, когда более хуже ситуация, они попадают сразу в Тут не стационар. совсем вы правильно тоже Да. отметили. Не то, что некорректный вопрос. Я хотела узнать, какая ситуация именно в негосударственных учреждениях, с какими Но заболеваниями первичный обращаются. сахарный диабет, он вообще- все равно будет коррегироваться, даже если его на скрининге в поликлинике случайно выявили, это стационарно всегда больной. Это да, конечно. Здесь я особых противоречий не вижу. Просто скажите, сложный вопрос другой. Я в самом начале говорила о том, что очень часто наших детей, маленьких пациентов, лечат за пределами страны. Не очень приятно от этого, конечно, ощущение или эмоции не может быть нормальным. И мы понимаем, что в целом в медицине тоже обстановка такая. Это касается нам не тоже только неприятно, педиатрии, конечно. поверьте. Я все Да. понимаю, но все-таки когда постоянно, не постоянно, но очень часто вокруг себя слышишь о том, что ребенка вывезли в Сочи, ребенка вывезли в Краснодар, ребенка вывезли еще, извините, в Грузию и так далее. Что происходит? Почему у нас такая ситуация? И, может быть, мы разберемся, где какие-то самые проблемные точки. Вы хотите услышать От докторов, ответ на этот да, вопрос? конечно, Те очень дети, хотим. которые почему они выехали? И Да. те, Часто которые очень требовали. вывозят детей часто. Почему? Что происходит? Отдельная категория, конечно, это дети до года, да, которые с рожденными пороками развития. Это есть такие заболевания, которые и по численности, то есть населения, таких специалистов может не быть в том регионе, где он, допустим, родился. Да? Такой ребенок, естественно, это он может из Сочи в Краснодар уехать. Такие случаи тоже бывают. Это то, что касается врожденных ведем о патологий. наших пациентах. Это тоже наши пациенты, которые скрининг не диагностировал, родился ребенок с врожденными пороками развития, хирургии, да, не занимается наша республика.
другой вопрос. Опять-таки вернемся к детям до года, да, те, которые требуют какой-то реанимационной, да, экстренной такой вот серьезной терапии, да, они тоже. У нас единственный реаниматолог-анестезиолог, вот сколько лет здесь я работаю, столько лет он здесь и работает. И больше никого нету, кроме него. А есть дети, которые нуждаются круглосуточно в ИВЛ, да, и круглосуточно, то есть не уходя, этот человек сидит, лечит. Когда не хватает, допустим, каких-то ресурсов наших, мы вынуждены, к сожалению, просить помощи и переводить таких детей. И нет специалистов узких, того же вот детского невролога стационарного, гастроэнтеролога, ну это самое банальное. А эндокринологи да. детские Эндокринолога есть у вас? детского тоже нету. Тогда давайте вопрос поставим так. Вот в вашей больнице, это головная для нас республиканская Да, детская больница, многие дети наши там лечатся, и к докторам относимся с уважением, но все-таки от чего вы можете лечить наших детей? Вот, скажем, какие заболевания удается диагностировать? Обычно люди недовольны диагностикой вообще в целом в медицине, не только в детском здравоохранении имеется в виду, но диагностикой люди недовольны, потому что они сравнивают. Здесь им поставили один диагноз, выехали в Сочи, я даже выше не беру, в Сочи вот выехали. Даже в Сочи, извините, что я так говорю, даже в Сочи удается поставить правильный диагноз. Где, в какой области или по каким заболеваниям в вашей больнице, я понимаю, что это может зависеть от разных обстоятельств, разных вещей. От чего вы лечите? Что вам удается лечить в нашей больнице? С респираторными заболеваниями лежат, лечатся у нас дети. С роддома переводятся на второй этап выхаживания. Дети у нас тоже лечатся. Да, хотя официально этот вопрос тоже пока открытый. То есть официально второго этапа выхаживания ни в роддоме, ни у нас как бы не зафиксировано. Потом гастроэнтерологические дети лечатся, сахарный диабет, который поступают, которые первичные, они тоже начинают коррекцию у нас. Когда уже какие-то идут особенности, мы, когда вынуждены просить, приходится иногда отправлять тяжелые случаи. Основная масса, они коррегируются, помпы, хлебные единицы, все это считает наш заведующий педиатрией. Лор-орган у нас, лор-врач у нас сидит, как сказала Ангелина Тенгизовна, участились заболевания лор-патологии очень. Они тоже у нас получают стационарное лечение. А что такое лор-патологии? Чуть-чуть уточните. Это вот отиты, перфоративные заболевания уха, горла, носа. То есть Вы говорите, Да. что вот патологии, это Отит. вот больше, чем обычная Воспалительные. простуда, воспалительные, вот. которые могут вплоть до менингитов. Менингиты тоже, к сожалению, тут вот вопрос встает, опять-таки нету стационарного невролога, диагноз ставится только на пункции. Этого сделать, к сожалению, мы в наших условиях не можем. Тоже эти дети, вот в прошлом году 3 таких детей было, которые вот причиной там непосредственно явились вот лор-заболевания. Да. И хирургические больные, которые экстренные, это травмы, заболевания, там, острые заболевания и плановые операции тоже мы делаем. Травмы тоже оперируются у нас довольно-таки. Но часто бывают ошибки с диагностикой, если честно. Говорит, это вообще можно говорить вам? Я не знаю, вы сейчас исполняете обязанности главврача. Ну, смотрите, диагностика, когда это экстренная ситуация, там другая немножко ситуация. Когда, допустим, больные постковидные, вот как до этого обсуждались, да, синдромальные какие-то диагнозы, это не то, что у нас, это в центральных клиниках тоже есть диагнозы, которые ставятся вот месяцами, не сразу. Ну, я знаю, что пациенты тоже иногда, родители детей тоже могут что-то преувеличить, что-то недоговорить, недосказать. Люди разные бывают, Ну, но когда ты слышишь от человека, что вот моего ребенка лечили от почек, кололи антибиотики, а на самом деле потом выявилось, что у него выходили зубы и высокая была температура. Такое Ну, вообще это возможно мы часто в нашей больнице? слышим, это родители, понимаете, Да, они медицинского родители. образования не имеют. Они приходят с температурой 39, говорят, у нас лезут зубы. Но это же неправда. Естественно, ребенка осматривает педиатр дежурный, берет анализы. Если есть изменения в анализах мочи, делается еще плюс биохимия, УЗИ. Если есть там проблема, нужно это лечить.
И антибиотики, как вы говорите, просто так без показаний никто не назначает. Скажите, главная причина, почему наши маленькие пациенты лечатся за пределами Абхазии, она заключается в том, что у нас проблемы с кадрами или еще есть какие-то проблемы? Кадровые Специалистами. диагностические проблемы, мы это не скрываем. Лабораторно-диагностические проблемы. Мгм. Вы что-то хотели с нами добавить? Что не хватает узкопрофильных специалистов. Да. То есть тот же, когда я понимаю, что здесь ревматологическая патология, я знаю, что в стране нет детского ревматолога. Мне приходится, если есть гражданство у ребенка российское, то по своим знакомствам, по каким-то там каналам я пытаюсь как-то его определить в специализированный стационар. Там проводится высокотехнологическая медицинская помощь, там вводятся очень серьезные препараты, биологические препараты. Естественно, в условиях нашей страны, в условиях наших стационаров нет таких препаратов, и их вводят именно специалист. Да, я еще хотела добавить по поводу отитов. Действительно, в Абхазии с отитами я сталкиваюсь в 3 раза чаще, мне кажется, чем ранее в России. И по мне так это связано больше с вакцинацией. С охватом вакцинации ребенок, он пожизненно сопливый. Он часто цепляет вирусные инфекции, у него насморк, и длительный насморк приводит к отиту. И вакцинированный ребенок легче переносит. Есть отиты, которые не требуют какого-либо вмешательства, мы наблюдаем, и в целом он протекает бессимптомно и легко, и без надобности назначения антибиотика. Но дети, которые не вакцинированы, они чаще осложняются отитами, и чаще, и, естественно, если выявлен отит, а он выявляется достаточно легко, уже на приеме приходится назначать антибиотик. Так у меня есть дети, которые в месяц могут 3-4 отита, то есть 3-4 раза приходится ребенку назначать антибиотик. Это обоснованное назначение антибиотика. Есть бактериальное осложнение, мы назначаем антибактериальную терапию. И при сборе анамнеза все время сталкиваемся с тем, что охват вакцинации очень низкий. Родители не хотят прививать своих детей, они боятся, у них есть очень много мифов, очень много интересных историй, которые никак не связаны с вакцинацией, но почему-то доверие к соседям, доверие к подружкам и тем, кто ранее прививался и возникли какие-то осложнения после вакцинации, почему-то связывают, что это связано Хорошо, к с вопросу вакцинацией. вакцинации мы вернемся. Я хочу Санде Зауровне такой вопрос задать. Я бываю иногда в Лабгвесте, да, и у вас всегда большая очередь, и особенно много детей. Взрослых там, мне кажется, поменьше, а детей много. Вот скажите, вначале мне казалось, что там в основном лабораторные исследования будут проводиться, но то ли расширяется ваша клиника, не знаю, но там появились врачи, и это хорошо, не потому что плохо. Интересно, там тоже врачи такого же профиля, как в детской больнице, в Сухумской городской поликлинике, или же какие-то вот такие профильные, более Из узко... детских врачей нас 3 педиатра, и все, больше детских никого нет. В детской больнице я вот, насколько знаю, хирургия, кстати, хорошая, неплохая детская хирургия. Ну, я не знаю, я сужу по отзывам людей, возможно, что так глубоко в этой теме не разбираюсь, но какая ситуация сейчас? Вот главврач больницы, он был хирургом, Да, Джопа, я тоже хирург. светлая память, вот его уже нет, значит, с нами. Да, а вот ситуация какая с хирургией детской? С хирургией, ну, довольно-таки вот то, что я озвучила, кроме врожденных пороков развития и каких-то высокотехнологичных операций, то, что встречается по статистике часто у детского населения, да, острые аппендициты, грыжи, все вот Ну, там урологическое. такого кадрового голода нет, да? Нет, нас всего 2 детских хирурга в стране. Всего 2. Да, я вот и заведующая хирургией. Травматолог и челюстно-лицевой, тот, который у нас дежурит. Там дефицит есть кадровый. Вы хирург по специальности, хирург по да? Там специальности, и да. второй хирург тоже женщина, насколько я Женщина, знаю, да. Зита, да? Да, Вот, Зита Леонидовна, да, да. кстати, вот можно сказать, что Да. очень хорошие отзывы о работе этого хирурга тоже. И все-таки, Ира, мне кажется, мы до конца не получили ответа на вопрос, почему часто родители со своими детьми выезжают на лечение за пределы Абхазии. Особенно меня волнует, вот, когда они выезжают в Грузию. Если есть альтернатива у них лечиться в российских больницах, почему все-таки выезжают в Грузию? Как-то они с вами советуются?
когда Нет, принимают решения? советы Или такие может врач направить? Или же, когда серьезное заболевание, я могу понять родителя, который цепляется, да, за последний шанс, если на самом деле это последний шанс вылечить своего ребенка. Но когда есть выбор поехать Ну в вот какую смотрите. страну, либо нет такой необходимости. Иногда, мне кажется, просто за профилактикой могут поехать. Есть Иногда, такое? да, есть категория такая тоже, вот я хочу, и ты его никак не переубедишь, это уже мы не можем контролировать, к сожалению, он решает сам. Но когда требует ситуация действительно вывоза куда-то ребенка, да, возникают в этом вопросе тоже иногда сложности. Легче, когда у ребенка есть гражданство, документы в порядке, естественно, мы организовываем вот через Минздрав, все берем на себя, транспортировку, договариваемся в то отделение, куда он поступает, с главным врачом, с реаниматологом, все это мы организуем вот с Минздравом вместе. А тот момент, когда документы не в порядке, приходится, к сожалению, уже вот, это уже от безысходности, скорее всего. И А где-то фиксируется, вот какое количество детей получает лечение? ну, в ту сторону нам вот Астамур Владимирович помогает. Просто так мы никогда никуда не отправляем больных. Вот езжайте вот куда хотите от нас. Такого никогда не бывает, то, что касается детства. Мы всегда обговариваем эти моменты. Если транспортируется в Российскую Федерацию, реаниматолог с водителем, на скорой, с медсестрой, они всегда доставляют до пункта и передают из рук в руки. Хорошо, а после лечения разбирается ситуация? Как лечение проходило этот ребенок? Нам всегда Какие это лекарства интересно, получал? чтобы узнать, вот в чем причина, тоже до сути, до истины дойти. Мы с Российской Федерации, мы не просто так вот отправили больного и все, и забыли. Вот главное, он от нас уехал. Не бывает никогда такого. Мы всегда вот ежедневно тоже созваниваемся с нашими коллегами и уже вот выясняем, какие обстоятельства нам помешали вот тут сделать это. Доверия, почему нет, вот в целом, если брать, конечно, в нашей системе здравоохранения работают многие люди очень грамотные, хорошие врачи, и люди, кстати, их признают, слава богу. Но это, понимаете, не меняет общей ситуации. И вот такого вот доверия вот к медицинским учреждениям, конечно, не хочу говорить нет, но, в принципе, очень слабое доверие, потому что от многих людей ты слышишь, что да, мы тут полечились, но надо все-таки поехать в Сочи и еще раз пересдать анализы, перепроверить, сделать УЗИ, еще что-то такое. Наверное, просто еще комплекс проблем, не отдельно брать. Нам надо, чтобы в республике был хороший перинатальный центр. Да. Это дети недоношенные, дети с проблемой врожденной, которые бы рождались в нормальных условиях и которым могла бы быть оказана сразу полноценная квалифицированная помощь. Состояние нашей республиканской детской больницы все мы прекрасно знаем. Давно стоит в плане о том, чтобы построить новое здание, и вроде бы наконец-то планируется это. А это то, что необходимо, потому что для того, чтобы сделать и лечить, и обследовать больного, нужны нормальные условия. То, о чем многократно говорилось, нехватка узких специалистов профильных, которые бы занимались этими детьми. Если сейчас вынуждены заниматься общие педиатры, общие хирурги, то же самое, врачи, то когда занимается узкий специалист, он, естественно, это грамотно и лучше сделает. Есть проблемы в диагностике этих заболеваний. Поэтому здесь не проблема одного учреждения, одного врача, здесь Одного комплексная дня проблема. тут комплексная действительно проблема, и решить ее это нужно вот поэтапно, да, и нужно организовывать, все укомплектовывать на месте, чтобы не гонять больных оттуда туда, отсюда сюда, чтобы это у тебя было все на месте, удобно и врачу, и больному, чтобы не было вот такого недоверия, как вы говорите. Я вот что не понимаю. Вот ежегодно абитуриенты поступают в российские медицинские вузы. Я не знаю, в каком количестве, но я думаю, их немало. Да еще и за счет государственного бюджета обучаются. Ну да. Неужели их нельзя обязать учиться на определенные специальности, которые необходимы стране? Это уже не наша с вами компетенция, это не мы решаем. К сожалению, Минздрав? невозможно. И у Минздрава нету правовых рычагов на это повлиять. Мы даже не можем повлиять, заставить вернуться
работать сюда-назад специалистов, которые были отправлены на обучение за счет государства. Хотя бы на Это какой-то должно быть срок. прописано в законодательстве? В Ну, законе вообще, о смотрите, И любая- договор заключается. Ну, любая организация в Российскую Федерацию, если брать, да, ЛПУ, лечебное учреждение, если оплачивает, допустим, обучение определенного человека, да, он обязан отработать это в стационаре, либо возместить денежную компенсацию. Там это все, то есть юридически составляется грамотно документ и делается так. Ну, не исполняется в конечном итоге. Вот проблема в Ну, у этом. нас я не знаю, как это то, У что нас, касается у Российской нас тоже Федерации. подписывают же Вот за, договор за мою, определенный. за мою работу в детской Да. больнице один специалист только приехал из молодых педиатров. Да, вокруг этого тоже же много проблем. Сколько лет мы целевиков, скажем так, готовим, и в области медицины, в области других наук тоже, и государство в этом заинтересовано. Это понятно, что государственная политика, подготовка кадров. Но почему вот до конца не доводится, мы никак не можем понять. Потому что одни вот медики, они выучились, в принципе, за счет нашего государства. Но в конце концов, я знаю, когда в ординатуру, например, поступают тоже, ординатура оплачивается нами. И Да, документация вся, вот, которая создается, формируется в этот период поступления в ординатуру, это через Министерство здравоохранения. Не может быть, чтобы у министерства не было рычагов воздействия на этих людей. Почему они после ординатуры не возвращаются? Либо бывает и такое, что возвращаются, но не смогли трудоустроиться и возвращаются обратно в Россию. Такое тоже есть. Мы обвинять только наших соотечественников, которые закончили, скажем, вузы и остались работать в России, тоже не можем. Видимо, здесь проблема немножко По крайней мере, в педиатрии да. нехватка специалистов, и поэтому вряд ли, Нехватка, чтобы но у было нас, бы если тогда. по штату начать, тоже ограничено все нам дают, потому что ежегодно сокращают штатное расписание. В вашей Программа детской оптимизации. больнице? Нет, Да, не только в всеобщая. детской, Всеобщая программа вообще. оптимизации здравоохранения, поэтому как бы так идет. Интересно. Ну, это вот в России тоже такая программа идет, там вот сокращаются ФАПы, ЛПУ, вот эти вот, чтобы Ну, интересно, вот почему оптимизация вас таким образом коснулась. Я понимаю, что оптимизация коснулась тех, кто работает в 2, 3, 4 государственных Если он один учреждениях специалист на всю бюджетных. страну. Если он один специалист на всю страну. Тоже вопрос, но кто-то должен же этот вопрос озвучивать, в принципе. Но каждый Вот раз, я- когда встает вопрос о повышении заработной платы, это всегда вот... Но повысить вопрос, заработную да. плату, ну да, Оптимизация, вам, кстати, время от времени, по-моему, все-таки поднимают. Было гораздо хуже, насколько я знаю. Насчет оптимизации, ну, на самом деле, там надо более, может, надо учитывать специфику, потому что я уже один раз говорила в эфире, мне неудобно. Меня тоже сократили на полштата в университете. Это вообще, считаю, что моя самая основная профессия, моя работа, да, но мне пришлось... Но это не тема этого эфира, Да, наверное. да, да. можно Нет, но закрыть. если вы говорите, что вам сокращают штаты, это очень серьезный вопрос. Вы говорите, что у вас всего там 2 хирурга, да, на всю республику они работают в вашей больнице, еще кого-то не хватает и так далее. И мы говорим, что люди, которые уехали, выучились, должны вернуться, в том числе в вашу больницу. Как же они вернутся, если государство так делает? Поэтому я не знаю этот вопрос. Вот в этом году, например, сколько штатов у вас отняли? До 5-6 штатов. Вы потеряли до Штатных единиц, 5-6 да. штатов. Но это не там только не врачебный, там это не- в общем. Это в сестринский, общем, но да, это тоже, сестринский, видите да, как. Ну, санитарский кого общее количество сократили, штатов. кого сократили, скажем, например, кого там сократили? Хирургов сократили? Нет, не сократили. хирургические ставки, это экстренно. Педиатров, Педиатрии врачей тоже нет. сократили. Ну, там по 0,5 где-то у кого-то что-то вот. Вы же не договариваете все равно. Может быть, сократили человека, у которого на самом деле 3-4 штата по всей республике в бюджетных организациях, во всех бюджетных организациях работают. Нет, Есть такие люди тоже были, тоже. которые в нескольких работали, пришлось, к сожалению, оптимизировать этот штат. Ну да, иногда, к сожалению, а иногда, наверное, это все-таки нужно. Скажите, Ангелина Тенгизовна, вот в одно время очень много разговоров было вокруг родильного дома, но сейчас в последнее время ничего не слышу. Дай бог, чтобы все было в этом плане нормально. О младенческой смертности, что вы можете сказать? Есть какие-то цифры, какая-то статистика или какая-то обозначенная тенденция? 1221 детей родилось в прошлом году по всей Абхазии, и 3 детей умерло, это в Сухумском роддоме. От чего?
но это дети с тяжелой патологией, там Врожденные врожденная патология просто в состоянии. Ну, Просто так как сейчас я нет не могу вскрытия, сказать. сказать... А основная причина смерти, это да, окончательная причина смерти, это вскрытие, но ни одного патологоанатомического вскрытия у нас не проводилось. Скажите, вот какая есть возможность в районах оказывать медицинскую помощь нашим детям? Ну, по районам первоначально это медсестры, сотрудники сельских акушерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов. А практически во всех районах на территории центральных районных больниц находятся детские педиатры, значит, находятся педиатры, где-то это в форме поликлиники детской, где-то это в форме кабинета врача-педиатра при взрослой поликлинике. Только по стационарам у нас в районах, только в Гудаутской ЦРБ и в Гагранской ЦРБ есть стационарное детское отделение. И, естественно, главное детское учреждение у нас это Республиканская детская больница. А в остальных районах там помощь оказывается первичная и отправляется уже непосредственно в детскую к нам. больницу. Или же, если по состоянию больного позволяет, то укладывается как бы детская палата в терапевтическом отделении. Хотела тоже задать вопрос от наших телезрителей. Многие серьезные детские заболевания можно обнаружить на ранних стадиях в младенчестве, и тогда можно избежать пороков развития этих заболеваний. Вопрос неонатального скрининга. Что вы думаете об этом? Если мы не можем проводить такие исследования в Абхазии, возможно биоматериал вывозить в Россию? Этот вопрос ставился в Минздраве, и сейчас идет разработка в том плане, оценивается, сможем ли мы, сможет ли государство обеспечить проведение этого скрининга. Если этот вопрос финансовая сторона будет решена, то планируется ввести в родильных домах скрининг новорожденных. А вопрос цены какой? Это не могу вам сказать. Дорогое исследование. Да, дорогое исследование. А если вот просто финансирование будет обеспечено, то планируется проводить скрининг и вывозить, естественно, материал в Россию. Потому что Вы считаете, это нужно, это необходимо? Это крайне необходимо. Ну, скрининг, да, но заболевание масса, основное это вот статистически то, что чаще встречаются, то и будет все подряд скринить, это не финансово, ни одно государство так не делает. Вопрос лаборатории для больницы, наверное, это очень важный вопрос, наверное, вообще ключевой, потому что если анализы неправильные, значит, неправильно будут лечить и пациентов И диагноз, тоже. и лечение. Ну да, а вот как ваша больница с лабораторией? И я скажу почему. Вот я заглянула сейчас в интернет перед передачей и посмотрела как раз-таки страницу там о вашей больнице. Ну, честно говоря, я многим, кто комментирует в социальных сетях, не доверяю абсолютно. Но, тем не менее, там вот только один отзыв был, один отзыв. Да, положительных отзывов никаких не было, никто ничего не написал. Но один человек написал и написал отрицательный. Это касается лаборатории. Я на веру не беру этот комментарий, я понимаю, но тем не менее. Результаты анализа, которые нам дали в лаборатории детской больницы, они серьезно разнились с тем, что мы получили в других лабораториях, вплоть до того, что лейкоциты у ребенка показало там 35-45, что-то такое, а потом обнаружилось, что у него 10. Часто ошибается ваша лаборатория? Задавать вопрос вот по одному случаю, да? Да, я понимаю. Это очень, да. Вы можете абсолютно Мы своим реабилитировать... лаборантам, честно скажу, да, общеклиническим и заведующему лабораторией биохимическому доверяем. Да, те, которые особенно вручную считают, смотрят под микроскопом мазки, там это они считают и видят глазом. Аппарат, там погрешность есть, время установки, время снятия, там могут быть свои погрешности. Но то, что касается наших лаборантов... Да вы довольны, да? То есть да. у вас там, вы считаете, что нет проблем. А так Да. по городу мы знаем, что лаборатории все дают разные результаты, поэтому мы уже не знаем, в какие лаборатории обращаться. И, наверное... Ну, в каких-то допустимых пределах это просто не медицинскому человеку, да,
сложно понять, но в каких-то допустимых пределах может Погрешности один и могут тот же быть разные. лаборант переделать, у него тоже могут быть в течение там суток разные Да. показатели, поэтому на это не стоит обращать внимание. Если там колоссально, конечно, это уже проблема. Не, ну, конечно, да. для вас важно, для того, чтобы Да. вы нормально работали, чтобы Да. у вас была хорошая лаборатория, и хорошо, если вы доверяете. И мне кажется, что одна из причин, почему в Лабгвесте так много бывает людей, и там сдают анализы, потому что вот они уже какую-то репутацию такую заслужили хорошую. Дай бог, чтобы я не ошибалась. И просто опять же мы как бы собираем то, что говорят люди, то, что говорят пациенты, которые обращаются туда. Но я, насколько понимаю, вы анализы вывозите, правда же? Ну, Да, в смысле, абсолютно. биоматериал вы вывозите, Ну вот анализы этот делаются в вопрос России. тоже, конечно, есть материал, который нужно делать на месте. То, что касается плазмы, да, ее можно заморозить, отправить, а то, что касается вот красной крови, там нужно делать на месте, там не то неверный результат, там есть моменты, Оксана, что вы которые, да. думаете по этому поводу? Никто не исключает погрешности, конечно. Это может быть в любой лаборатории, везде. А мы, как клиницисты, врач-педиатр, всегда ориентируется на анамнез, на клинические данные, на осмотр ребенка, и уже предварительно у нас стоит какой-то диагноз. Если нет заключительного диагноза, если есть сомнения, только тогда мы прибегаем к лабораторным анализам. Дети, ну, у меня в большинстве случаев, даже которые лихорадят, первые 2-3 суток мы наблюдаем. Это чаще всего вирусные инфекции, они идут и долечиваются дома. И наблюдая за ними в динамике, мы понимаем, что промежутки между подъемами температуры увеличиваются, нету красных флагов, то, что требует какой-то дополнительной диагностики, до обследования, и мы отпускаем, и этот ребенок и не сдает в итоге никакие анализы. Если же есть сомнения, мы сдаем анализ. Да, бывает, что и в Лабквесте у меня были ситуации, когда с диагнозом немножко не разнится, мы все равно ориентируемся на клиническую картину, на симптоматику, и мы на то и врачи, чтобы клинически мыслить и понимать, можно доверять этому анализу, соответствует ли он действительности. Если есть сомнения, всегда можно пересдать, сравнить и уже ориентироваться с этими полученными анализами и самочувствием ребенка. Тогда уже сопоставляя, можно выставить окончательный диагноз и подобрать лечение. Вопрос влияния ковида на детей мы частично уже затронули. Вот Ангелина Тенгизовна задала этот тон. Это очень правильно, это вопрос, который нас волнует. Дети, которые тяжело перенесли, были такие, мы, насколько осведомлены, значит, кто-то вот специально занимается этими детьми, кто-то наблюдает за ними, вот есть у них какие-то рекомендации обращаться к определенным врачам, например, к детскому кардиологу и так далее. Вообще, вот эта категория людей, которая пережила, вот перенесло ковид тяжело, дети, вот ими специально кто-то занимается? Или это просто вот так как-то на самотек? Ну, наверное, это больше занимаются сами педиатры, которые вели их по ковиду. И дальше обычно в рекомендациях дети, которые находились в стационаре или обращались амбулаторно, а дальше обычно рекомендуется через месяц пройти обследование, дополнительно проконтролировать анализы и сделать кардиограмму, консультацию кардиолога. Ну, те, которые сахарный диабет выявлен, естественно, он никуда с поля зрения не выпадают, они постоянно, да, уже на лечении, на диспансерном учете. Те, которые с какими-то ревматологическими проблемами, да, те, которые уехали, так как ревматолога нет, да, они, конечно, на диспансерном учете стоят, они тоже ежеквартально, если там все гладко, да, ежемесячно, как требует ситуация, они находятся под наблюдением, сдают и биохимию, и анализы, и повторяют весь тот спектр, необходимый ихнему случаю. Да. Ну, все-таки, Анна, мне кажется, что вот некоторые вопросы, вот, которые мы задаем, на них, возможно, доктора
не могут ответить, вот, потому что Но это дальнейшее не их совсем ведение- их компетенция. Да, да. Поэтому, Развернутой полной например, форме, скажем, в котором вы конечно, себе это да-да-да, представляете, я да, понимаю, конечно. что И плюс- вот наблюдать за этими детьми, чтобы Но они это были на дальнейшее по учете месту и так далее, жительства это уже все наблюдаться будут какие-то организационные решения нужно принимать. Это должно приниматься чиновниками, я понимаю. Ребенок, когда выписывается со стационара, куда он идет с выпиской, да? Мы в выписке рекомендуем наблюдение у педиатра по месту жительства, да? То есть дальше наблюдаться уже он должен в поликлинике по месту жительства. Когда требует стационарная Не, ну какая-то человек помощь, уехал в село Губ, скажите, где у него там поликлиника в селе Губ? Ну, в целом, Да должен есть в ЦРБ районе, близлежащее, в квартире. в любом Да, случае да, в в Очимчире районе, это да. ребенок стоит на Хорошо, учете. вся эта Ну, это информация вообще собирается в это одном месте. формально очень. Со всех Никто не районов. будет ездить в города и так далее, если Но за ними своими нет этим детьми, те, поднимается которые у нас вопрос. под наблюдением, мы занимаемся сами. Общую Да. картину детского Да. здравоохранения мы не видим. Ну просто вот ты вышел из больницы, ты потом пропадаешь. У нас вот так вот. У нас же нету домашних врачей там, и так далее. У нас другая Семейного система. доктора нет. Семейного доктора нет. Ты просто пропадаешь. Если семья, которая там, ну, может заботиться о ребенке. Иногда бывает, что ты можешь, как, ты знаешь, что надо вести ребенка к врачу, и регулярно это нужно делать и Нет, так далее. нет, Возможно, те, у тебя нет которые- возможности. А доктора в основном забывают детей, не только детей, взрослых В детстве забывают. не так, у нас не так. Те, которые наши дети, вот, допустим, в дальнейшем требуют диспансерного какого-то наблюдения, наши доктора всегда лично обзванивают, вызывают. Если родитель ответственный, он, естественно, в назначенный срок сам придет, сам проверится и ребенка посмотрят. Этим должны заниматься участковые Участковый, педиатры. да. По поводу участковых педиатров, это вот история советского Да, прошлого, пока. советского Это пережитки советского, да, Вот я не сейчас велосипедники. берусь судить, это хорошо или плохо, но хотелось бы узнать ваше мнение. Что вы думаете о семейном докторе? Мы недавно об этом говорили. Во-первых, семейному доктору ребенок доверяет. Он знает его, не испытывает тревогу. Потом сам этот доктор знает заболевание этого ребенка, на что у него есть аллергия, когда он болел последние разы, ему уже доверяет семья. Вот как вы думаете, как-то на законодательном уровне закрепить? Семейный доктор, он ведет не семейному- только детей, но и взрослых. А по большому счету любой участковый педиатр, если у него есть контакт с родителями, с ребенком, он все это должен знать про ребенка, который состоит у него Ну, на он учете. должен, да. Он должен Я знаю, знать. что он должен, Просто да. у нас участковость сохраняется как бы советских времен. Но, к сожалению, учитывая то, что педиатров мало и педиатры... Дефицит Да, катастрофический. участковых педиатров мало, учитывая то, что даже если брать Сухумскую городскую детскую поликлинику нашу, у них возрастной состав педиатров выше 60 лет. И это касается не только Сухумской поликлиники, это касается и районных. Если сказать, что единственный педиатр, который находится в Очимчирском районе, естественно, у нее более 2000 детей населения, детского населения, она не сможет охватить и знать подробно так, Физически. как надо. Если учесть, что весь Творчильский район без своего педиатра, и там 2 раза в неделю приезжают по очереди 2 разных педиатра, консультируют, ведут детей. То же самое по Сухумскому району. Сейчас основной педиатр в декретном отпуске, и там тоже заменяющий момент. Естественно, когда нету физически людей на месте и вести диспансерный учет так, как надо, это трудно получается. Проблема еще в чем? Любой ребенок, выписывающий из стационара, получает выписку на руки. И не каждый родитель, независимо от его материального состояния, здесь больше от его ответственности, организованности. Не каждый родитель вовремя придет к своему педиатру с этой выпиской, чтобы дальше стать на учет. У нас нету пока полноценной взаимосвязи между поликлиникой и стационаром. Любым стационаром, когда вовремя приходит выписка и когда это согласовано. У нас нету стопроцентной такой взаимосвязи между родильными отделениями и поликлиниками. Поэтому это те проблемы, которые надо решать. А если они будут решаться, то, я думаю, сфера наблюдения за ребенком, тем более Человек за следит. проблемным ребенком, будет лучше. Вот тут говорим о том, что не хватает педиатров. Насколько сами родители грамотно понимают болезнь своего ребенка,
насколько они ответственны. Вот немножко про родителей тоже скажите, потому что может ли родитель побежать в аптеку и сам купить какие-то препараты, которые вычитал, например, в интернете? И может ли фармацевт ему продать эти лекарства? Ведь на самом деле, мне кажется, в этом тоже должно быть ограничение. Он не может, но он это делает. Мы это сожалению, называем да. доктор Google. Когда родители заходят в интернет, вычитывают, идут, покупают, но у нас аптечная служба не контролируется, потому что многие препараты, это антибиотики, в первую очередь продаются без рецептов. Естественно, это делается неправильно, но делается. Это очень трудно ограничить, вот, не выдавать лекарства в аптеке без рецепта У нас врача. государственных аптек практически нет, они частные. А частные могут. Частные, Ну, им частные, тоже это лицензии. по лицензии обязательно надо, и потом уже ввести вот группу посмотрите, препаратов, сколько проблем мы которые... обнаруживаем в ходе провести беседы. группу препаратов, которые нельзя будет выдавать Организационного без характера. рецептов. Да? Да, у Министерства здравоохранения очень много работы. Я понимаю, что многие годы мы инерционно как-то вот идем и ничего не меняем. Ну, нам надо, наверное, все-таки сначала вот разобраться, что нам нужно, что мы можем усилить, понимать, что мы не нефтяная держава, не развитая у нас экономика и так далее. Поэтому должны понимать, что мы можем потянуть. В какой области, в какой сфере, в той же педиатрии, где мы можем быть сильными, а где у нас не получится и заниматься этим не надо. Вот о кадрах мы сказали, вы правильно сказали, что на самом деле у вас, оказывается, есть очень серьезная проблема с кадрами, понимаю, гинекологов же мы выращиваем, мы за них и платим, и отправляем, они, ну просто вот все идут в гинекологию, все такие выдающиеся и так далее. А педиатр, видимо, не престижно, вы Нет, меня понимаете? направляли. Я после школы, после института, я когда приехала и попросила помощи при поступлении в ординатуру, мне сказали, вот есть у нас список специалистов, которые необходимы нашей стране. Выбирай. Вот. И, естественно, среди них оказалась педиатрия, в которую я вообще с 1 класса мечтала попасть. Вы мечтали, Да. другие не мечтают. И да. в плане того, что вот, да, проблема с кадрами, я вернулась. Не после ординатуры, я продолжила учебу, то есть я там не работала, не жила. Я пошла дальше в аспирантуру, потому что видела, что мне все-таки не хватает знаний, не хватает опыта. Я хотела закрепиться за тем руководством, за своим руководителем, который очень внушал большое доверие. Я хотела побольше знаний получить. К концу аспирантуры, когда вот уже вот я даже успела апробироваться, но защититься не получилось, Почему? мы столкнулись с ковидом. Наш центр переформировали, мы быстренько стали острой инфекционной больницей, мы принимали всех детей подряд. И когда мы уже поняли, что все-таки дети болеют не так тяжело, они не нуждаются в госпитализации, мы понаблюдали за первой, второй волной. После наше учреждение быстренько закрыли. И уже я вернулась на родину. Я приехала сюда, я видела по телевизору и в соцсетях, что не хватает врачей, что нужна помощь. И я вернулась, первым делом я пошла в Минздрав. Хотя в лабквесте, почему я сейчас в лабквесте, это еще было заранее, это еще когда я была в ординатуре, обо мне узнал руководитель и сказала, что очень ждет, и как только вот все закончишь, пожалуйста, мы вот хотели бы видеть тебя в наших рядах. Здорово, но все-таки я чувствовала ответственность перед страной, которая все-таки помогла мне обучиться в институте. Ординатуру, аспирантуру я уже проходила сама, первый год ординатуры мне помогли, после я постаралась перевестись на бюджет. Все здорово получилось. И когда я приехала, я приехала с ковидом помочь, я работала с ковидом, может, я смогу чем-то помочь, я пришла в Минздрав. Но мне сказали, что штат укомплектован. Да и вы оказались в лабквесте, да? Нет, я пошла работать в инфекционную больницу. Я работала в это инфекционной, я знала врачей этого учреждения. Я пришла, сказала, ребята, помощь не нужна. Они такие, конечно, давай, нам нужны дежуранты. Я пошла туда, я работала с ними полгода, но сейчас у меня маленький ребенок, и лабквест предоставляет мне возможность работать через день, работать 3-4 часа, подстраиваясь под мой график. Но, к сожалению, пока есть маленький ребенок, я нахожусь на вот таком вот гибком графике.
В общем-то, мы нашли человека, мы открыли человека, который никуда не убежал. И, в принципе, да, все нормально. А диссертацию писали на какую тему? По антибиотикорезистентности. Вот как раз-таки скоро мы подойдем к этому вопросу. О кадрах поговорили, вот об оснащении оборудованием ваших отделений, кабинетов там, и так далее. Вот с техникой, с оборудованием медицинским, как у вас в больнице? Ну, оборудования всегда, конечно, не хватает, да. Вот в прошлом году завершили ремонт. Что у вас есть, вот основное? В прошлом году завершили ремонт в лаборатории, получили биохимические, гематологические анализаторы. Ждем в ближайшее время ФГС, бронхоскоп и ЦДУГУ. То есть это вот то, что будет стоять в операционной. Нашему травматологу будет очень удобно работать, потому что те переломы, которые требуют без, так скажем, открытого доступа, вот совместить все и фиксировать это вот металлоконструкции, это очень удобно делать, конечно, под ЦДУГой. Вот в ближайшее время ждем. Ну, дальше хочется, конечно, больше и в плане лабораторном, и в плане оснащения будем просить еще больше. Продолжаем наш разговор. И следующий вопрос, который волнует очень многих людей в последнее время, обсуждается везде, на всех площадках, наверное, и в социальных сетях в том числе, это вопрос антибиотиков. За и против очень много разговоров, и поэтому хотелось бы, конечно, знать ваше мнение, что у нас тоже говорят, что вот пичкают наших детей антибиотиками, вот почему у них всякие патологии начались и так далее. То есть очень часто обвиняют именно врачей вот в этом, детских врачей, поэтому поговорим об антибиотиках, о том, насколько мы умеем грамотно их использовать. Антибиотики имеют всегда свои показания. То есть это гнойные заболевания и показатели анализа крови, естественно. Просто так ни один доктор не назначит вот грамотно, не назначит антибиотик. Анализы крови, показатели, да, это вот цереактивный белок и показатели вот лейкоцитарной и формулы. Смотрят соотношения. Если клинически, лабораторно все вот есть необходимость в этом и без них никак, то извините. Если есть показания к антибиотикотерапии, они назначаются. При гриппе, например. Те, которые вирусные какие-то, вот как до этого доктор сказал, да, высокая температура, первые 3 дня, некоторые родители, да, будут требовать у вас вот назначить антибиотик. Но если к тому нет показаний, да, показатели крови, цереактивны, все показатели спокойные, то есть спокойно выжидаешь и лечишь так, как нужно, а не по желанию родителей. То есть вы исключаете, что, например, в вашем учреждении сейчас за всю медицину или здравоохранение Нет, вы не я можете говорю, отвечать, что естественно, за при свое вирусных учреждение. заболеваниях вы не используете Если наслаивается бактериальный антибиотики? компонент, естественно, необходимость в антибиотикотерапии тогда наслаивается. То есть Да. вы не согласны с тем, что наши врачи и без необходимости тоже назначают Не антибиотики? согласна. В моем стационаре нет. Мы на 5 минутках ежедневно вот вопросы, показания, эти все вопросы мы Еще обсуждаем. у меня вот такой Не вопрос. бывает К таких антибиотикам еще назначают, вот думаю и никак не могу вспомнить название препарата, гормон. Дексаметазон. Дексаметазон, да. Насколько это необходимо, и говорят, у него серьезный Смотрите, да? побочный, да, очень много побочных. любой препарат, скажу так, имеет побочный эффект. Наверное, это я не открою какой-то секрет, нет ни одного препарата, который не имел бы побочный эффект. Да? Но если это какая-то шоковая ситуация, то там гормон идет. Всегда. А если вот просто стандартная ситуация с антибиотиком, гормон, это так не назначается. Ну, давайте вот со Стандой Зуровной поговорим. Если она работала над диссертацией, до предзащиты дошла, значит, считайте, что она эту работу сделала. Вот как вы относитесь к антибиотикам? Я отношусь к ним положительно. То есть антибиотики – это отличная вещь. Назначение антибиотика подразумевает конкретный бактериальный диагноз. И если мы назначили антибиотик, мы через сутки видим эффект. В этом есть вся прелесть назначения антибиотиков. Но, к сожалению или к счастью, бактериальных инфекций у детей встречается не так часто.
80% заболеваний – это вирусные инфекции. Да, есть вирусные, которые осложняются. Осложняются отитами, осложняются пневмонией. Это уже присоединение бактериальной флоры. Но это тоже не так часто. То есть, назначая какой-то антибиотик, мы должны конкретно поставить бактериальный диагноз. Чаще всего в детской практике это отиты, средний отит, гнойный отит, это пневмония, это мочевая инфекция. Это вот самые частые. Сейчас мы еще столкнулись с такой бактериальной инфекцией, как скарлатина, но они все легко диагностируются, достаточно легко диагностируются. То есть там достаточно для отита посмотрел отоскопом, увидел, есть эксудат, есть гной, нет гноя. Для подтверждения пневмонии у нас есть рентгенография, для подтверждения мочевой инфекции у нас есть тест полоски мочевой анализатор или есть общий анализ мочи, посев, УЗИ, и все. Это можно одним днем поставить диагноз. Я на данный момент сталкиваюсь с тем, что растет антибиотикорезистентность. Что это значит? Что новых антибиотиков у нас нет. И не будет в ближайшие несколько лет. Ну, сколько всего антибиотиков? Где-то штук 50, насколько я знаю. В детском, ну, это вообще, наверное, да. да, У детей это 50, есть ограничения, мы не все антибиотики можем у детей использовать. В связи с тем, что чаще всего родители используют самостоятельно, потому что когда-то им доктор назначал, горло болело, и сейчас они могут побежать снова купить этот антибиотик, сами пропить. И растет резистентность. О чем они не знают, не осведомлены и не понимают, ну и что такое резистентность. Я сталкиваюсь с тем, что резистентность, то есть антибиотик, вот тот же банальный антибиотик пенициллинового ряда, он не работает у ребенка 3 лет. Уже в 3 года у ребенка есть резистентность к простому, самому ходовому антибиотику. Что будет дальше? То есть сейчас вот мочевая инфекция, цистит, при посеве мы выявляем, что 6 антибиотиков резистентны. Ну, если это перевести на человеческий язык, То есть обычно это... антибиотик, который чаще всего Да. назначается на тот же цистит, да, при заболевании Бактерии начинают дружить с этим Бактерии антибиотиком, начинают дружить. получается, Да, дружить, а не антибиотик бороться. свободно Да. находится в организме, и ничего ты мне не сделаешь, называется. То есть клиника продолжается, ребенок продолжает лихорадить, симптоматика продолжает протекать дальше, ребенок ухудшается, а мы не можем подобрать антибиотик. Потому что беспорядочно пили когда-то, да, эти Ну, антибиотики? чаще всего либо беспорядочно пили, либо пили при любом чихе. То есть очень много антибиотиков было до, и в организме вырабатывается резистентность. То есть организм тоже... Получается, мы через какое-то время можем вообще без антибиотиков остаться, вернее, действенных антибиотиков? Да, мы идем к этому. А почему новые антибиотики... А кто? А где? Как? Ну да, почему? Если даже их за границей еще даже нет. Плюс еще у нас немножко за границей, у нас антибиотиков импортных уже нет практически. Это благо, у нас За счет Турция санкций. рядом, они нам привозят, и все здорово. В России нет импортных антибиотиков. То есть Еще за одна санкции, проблема, так да. что За счет санкций санкции, России санкции затронули коснулись лекарства, и рынок нас, же конечно. помешался. Да, Да, сейчас да. сложные антибиотики, Да, и плюс ко всему очень было бы здорово, если бы на самом деле были бы ограничения на продажу антибиотиков. Да. Потому что у меня То есть, пациенты, чтобы без которые- рецепта не продавали, да? Конечно, у меня Да. пациенты, которые общаются друг с другом. О, вы знаете, мы вчера у него были, у нас почти то же самое, пропейте, вот рекомендации, такие же, ну у вас же то же самое. Самая главная рекомендация мамам, какая она, эта Не рекомендация? заниматься самолечением. Да, антибиотики не есть давать без назначения врача. Антибиотики тем более. Есть препараты, которые можно в домашних условиях использовать. Орошение зева, носа, солевыми растворами. Пожалуйста, очень сильно хочется подышать над картошкой. Ну вот здорово. есть такие доктора, вот они сразу же назначают антибиотики, а есть другие, которые говорят, нет, давайте, не Так будем, дело пока же не давайте в вот этом. так. Вот. Который сразу назначают или не сразу. Я же повторюсь, назначение антибиотика должен подразумевать Обоснованно. конкретный, обоснованный диагноз. То есть если у ребенка пришел, и я вижу, что он не такой, как обычно переносит ОРВИ, я слышу у него хрип, я делаю ему рентген, вижу пневмонию, она может развиться и за 2 часа. То есть он сегодня утром заболел, с утра они пришли до меня, дошли, мы рентген сделали, пневмонию, он получит в первый же день антибиотик. Не потому, что я там, ой, давайте подождем 3 дня, а пневмония сама не рассосется. То есть тут назначается. Когда ребенок забегает в кабинет, прыгает и скачет с температурой 39, моя задача облегчить симптомы ребенка, симптомы течения вирусной инфекции, донести до мамы, на что нужно обращать внимание.
при такой вот температуре, как наблюдать, что делать в домашних условиях. Все. Мамам тоже рекомендовано быть очень грамотными, получается, что почти на Обязательно. уровне докторов надо быть грамотными. Мы продолжаем беседу. Следующий вопрос, который нас волнует, это прививки. Как ведут себя наши люди, как ведут себя молодые родители, у кого маленькие дети, которые не привиты. На самом деле у нас много антипрививочников, кто не признает прививки против Достаточно. вакцины и так далее, или же таковых мало. Нет, достаточно много. Бывает уговорить, объяснить, сказать. И если часто бывает так, что родители не обосновывая свой отказ, могут просто сказать: мы не хотим, мы не верим, мы не хотим. Достаточно высокий процент отказников. Это вот такие тенденции появились в последние годы? Ну, Вот я не помню, когда много-много лет назад, после войны, наши дети учились в школе, мы даже не знали, что сейчас идет вакцинация. Иногда доктора, медсестры приходили в школу, и без нашего разрешения они делали эти прививки. И, кстати, вот каких-то последствий ни разу никто не могу возмущался, вспомнить. вроде Да, бы не всё возмущались. нормально было, И все да. они нормально переносили, и, кстати, болели редко. Ну А и вот плюс сейчас вот я... ковидные года тоже вот выпали вот эти По вот вакцинации дети по очень вакцинации. сильно. Вот Очень недавно сильно. в родительском чате учительница сообщает о том, что вот могут прийти в школу, это было осенью как раз, вот ожидался сезонный грипп, и она сообщает о том, что есть вакцинация от гриппа, и могут привить ваших детей прямо в школе. Вы согласны? Нужно ваше согласие. Ни одна мама не сказала «да». Кстати, мне один доктор, очень компетентный российский доктор, когда узнал, какая у нас вакцина, что ее доставляет ЮНИСЕФ, он сказал: смело делайте, это хорошая вакцина, европейская, французская вакцина у нас была. В итоге зимой все дети болели. учитывая, что сейчас есть уже вспышка кори на территории Российской Федерации, с Минздраве, естественно, на местах усиленно идет выявление непривитых детей от кори и беседа с КДС, родителями и КПК? вызовы. Нет, если корь касается. Да, Ну у нас разве раньше сейчас- без прививок могли в школу отдать детей или в детский сад? Дело в том, что мы неоднократно вот в Минздраве поднимали этот вопрос, учитывая, что очень много у нас отказов от вакцинации. Юридически, законно мы не имеем права не выдать, ни одно амбулаторное поликлиническое учреждение не может выдать любому родителю обходной лист на посещение детского дошкольного или школьного учреждения. Ну, организованные Потому детские что по нашему законодательству, несмотря что у нас есть закон о санитарно-эпидемиологическом режиме, где это прописано о том, что вакцинация является обязательной, добровольно обязательной, но не пустить, не выдать обходной лист мы не имеем права. Была вспышка, вот могу сказать, по Гудаутскому району, не вспышка, а была такая ситуация, что на территории военной базы находится российский детский сад, куда ходят дети военнослужащих. Многие дети с территории России, когда в отпуск родители туда уезжают, была такая ситуация, что на территории России использовали для вакцинации детей это вакцина от полиомиелита. На территории Абхазии уже нет живой оральной вакцины от полиомиелита. И учитывая то, что там же вот получалось, что в детском саду находились дети, которые не были вакцинированы от полиомиелита, частично были вакцинированы, группу разъединили. И разъединили так, что все невакцинированные или не полностью вакцинированные дети были на домашнем режиме в течение 2 месяцев. В течение 2 месяцев. Это был приказ, который вот приносили родители. Да, это внутренний приказ, но этот приказ, который соответствует всем санитарным нормам. Или же под ответственность родителей они могли посещать дальше, и возможность заражения детей непривитых, есть такое понятие вакцина-ассоциированный полиомиелит, вспышка которого, кстати, и получилась в России сейчас тоже, могла возникнуть у этих детей.
Ну, просто многие люди, думаю, что родители начитались в социальных сетях, опять же, да, вот... Ну, антиреклама достаточно- Да. Но иногда ученые, доктора наук вот выступают и говорят, что они против вакцины, вакцинации. Но и вакцинацией поэтому... все-таки занимается поликлиника. Это непосредственно их прерогатива, и они вот непосредственно напрямую да, этим я понимаю, занимаются. А я да. слышала, что иногда и врачи отговаривают. Нет, это неправда. Большая часть врачей, они за то, чтобы дети прививались. Знаете, как могу сказать, очень хорошо такая фраза: любой человек убедит собеседника, если будет сам в это верить. Когда в том числе есть такие медицинские работники, которые являются, может быть, и внутренними противниками вакцинации, но, надев халат, сев за стол, и он обязан выполнить свои функциональные обязанности, он должен убедить собеседника в том, что эта вакцинация необходима ребенку, жизненно необходима, все за и против. И если он сам верит в том, что она необходима, он убедит собеседника, убедит маму. Ну, у нас были вообще случаи, когда после вакцинации ребенку становилось плохо, или какие-то были тяжелые последствия для ребенка. Были зафиксированы такие факты? Но есть побочные проявления реакции, которые входят, как и в любой препарат, который может дать. Это от местной реакции, от температурной реакции. Может быть, как и любой медикамент, вызвать индивидуально аллергическую непереносимость, реакцию. О том, что любой вакцинальный препарат на 100% не даст никакой реакции, это на любой медикамент. Ни один врач, Ну, ни не один только фармацевт. на медикаменты, если на белок есть аллергия и так Да, далее. никто не скажет. Причина следственной связи 100% установленной, что именно Именно от вакцинация, прививки, от вакцинации у ребенка возникли какие-то осложнения, пока официально не зарегистрировано. Ну, факты, причем тяжелые какие-то побочные последствия, скорее всего, и в советское время тоже были. Потому Нет, что мы это слышали, может что быть это было. индивидуально. Конечно, почему да. я говорю, что любой Это препарат есть, но- может вызвать индивидуальную реакцию. Ну и от кори может быть очень плохой исход, если ребенок не привит, я так понимаю, да? Естественно. Ну да, в свое время, Коревой если бы энцефалит. не вакцина, не прививка, что стало бы с человечеством, которое так страдало от оспы, и не только от оспы, да, и поэтому... Были бесконечные Но сейчас пандемии. тоже, наверное, какие-то инфекции агрессивные появляются, да, в наше время тоже мы, наверное, нас никто не обезопасил от этого, и поэтому все-таки, я не знаю, я прививочник, у меня такая позиция. Да, что вы нам можете сказать Я по этому тоже за. поводу? Я на каждом приеме обсуждаю с пациентами необходимость прививаться, для чего это делается, какие могут быть, знаете, даже сейчас говорят не побочная реакция, а нежелательная реакция после вакцинации. И каждую нежелательную реакцию мы с мамой обсуждаем. Да, это местная реакция, это лихорадка, это бывает, что ребенок не может ступать на ногу вместе введения инъекции, настолько вот ее там раздувает, но это все нормально. Это все прописано в инструкции, которую мама может прочитать всегда, она в доступе. Она может попросить это даже в поликлиническом кабинете, в прививочном кабинете, попросить, сказать, а что за вакцина, а можно посмотреть состав, а можно посмотреть показания, противопоказания. То есть это никто не скрывает, пожалуйста, вот они есть. Но есть у нас категория людей, которые уверены, их невозможно переубедить, что вот после вакцинации возникли такие состояния, как задержка речевого развития, задержка психомоторного развития. Вот мой ребенок до года все делал, я ему сделала эту прививку, и все, и через месяц мы пошли там, у нас пошел откат. По всему миру уже известно, уже доказано, да, сейчас исследуется вакцина от ковида, 12-летних детей уже начали прививать, но эта вакцина пока исследуется. Хорошо, давайте мы ее будем исследовать, мы пока про нее в стране даже не говорим. А другие вакцины исследованы вдоль и поперек. Ну, да. Также у нас такой большой плюс, у нас импортные вакцины, то есть у нас не живые вакцины, у нас максимально очищенные импортные, и ни одной фармкомпании за границей не выгодно что-то не так делать. Ага, вот в эту вакцину, которую в Абхазию мы отправляем, мы что-нибудь добавим, чтобы у них там что-то... Ну, это просто глупости, которых пациенты мне иногда рассказывают и говорят, ну вот у моей же соседки, хотя по факту, если выясняется,
у этой соседки, у которой там возник какие-то последствия, он даже не привит. Ему там в роддоме поставили БЦЖ, и после был отказ, и все. Да, но мне кажется, что ковид сильно подкосил науку. В науку люди перестали верить, готовы верить и шарлатанами, и кому угодно. Но, может быть, на самом деле, вот в связи с ковидом и вот эта теория заговора, о котором так много говорится, что человечество хотят уничтожить, сократить и так далее. Это такие глубинные вещи, серьезные, о которых у нас практически нет информации, но зато разговоров много. Это тоже, возможно, повлияло и на наших людей, которые вот сейчас не хотят прививать своих детей. Это я так предположила, сейчас по ходу дела, скажем так, вот подумала об этом. Возможно, что такое влияние информационное произошло ковида на сознание наших людей. Я достаточно неплохо знаю наше детское здравоохранение, потому что у меня ребенок. Я могу сравнить работу наших детских медицинских учреждений и зарубежных. У меня был такой опыт. Что не хватает нашему детскому здравоохранению? Много чего. Но я хотела бы отметить кое-что, если сравнивать наших докторов и российских докторов. Мы бывали и в госучреждениях, и в частной клинике тоже в России. Мне кажется, что наши врачи, они более человечнее. Часто дают свой личный мобильный телефон. Российские врачи это очень редко практикуют. А наши врачи могут принять и вне графика, и вне очереди, если очень надо. У наших, например, нет вот такого протокола 10-12 минут на одного пациента. Сколько надо, столько обследуют и ответят на все вопросы. Мне кажется, что у нас есть проблемы системного характера. Очень приятно, что отметили. На самом деле, вот за каждого ребенка, как за своего. Мы всегда говорим родители, что у нас тоже есть дети, мы вас всегда понимаем. Да, во многом я согласна с Анной, но, конечно, не во всем. Мы понимаем, что вот люди разные, значит, и доктора разные, потому что каждый доктор, он еще человек, личность и так далее. Вот от личности, что за личность в этом докторе-то сидит, от этого очень многие вещи могут дальше происходить с пациентами тоже. Вот у меня такой вопрос, можно сказать, предпоследний. Приходишь в больницу, у нас... ситуация почти везде одинаковая. Я говорю почти, потому что теперь уже не везде. Тебе говорят, бегом дают список, иди купи препараты, иди купи шприц, иди купи бинт и так далее. Это тебе говорят в государственном, больничном, медицинском учреждении. Я не говорю о дорогих препаратах, которые больница не может никак иметь и так далее. Но когда от давления таблеточку, от сердца тоже какую-нибудь таблеточку, бинт, вата, шприц и так далее, когда тебе сразу же говорят, давай, беги, шприц нужно и так далее, конечно, у пациента не может быть хорошего настроения и так далее, он понимает, что все зависит как бы от него. А вот участие государства вот именно на этом этапе, в этот момент он не чувствует, хотя это госучреждение. Вот скажите, в вашей больнице, что вы можете предоставить пациенту, который к вам пришел обследоваться, которому надо сдать анализ, там еще что-то там и так далее, или сделать укол и прочее? Что вы можете дать бесплатно? Смотрите, так как мы стационар, то, что касается стационарных больных, анализы, медикаменты, тот резерв, который нам выдает государство, мы все это предоставляем бесплатно. Это все вот как в госучреждении положено. И никогда вот, перейдя порог нашей больницы, мы больным не пишем хорошо, список. Не каждый пациент купить... же, который приходит, остается у вас. Вы же сами тоже не всех принимаете на стационар. Вы же кого-то отправляете дома лечиться и так далее. А вот с ними как? Они должны в аптеке, там где-то рядом купить шприц, еще что-то. Или как? Что происходит там? Вот откуда? Они должны со своими этими прийти?
Очень вопрос, конечно, такой интересный. Те, которые ходят на амбулаторное лечение, к сожалению, это вот стационар. У нас ведется своя статистика, свои истории болезни. Мы каждый препарат обосновываем, пишем на определенного больного. А амбулаторно, по сути, он зафиксировался в амбулаторном журнале и ушел на амбулаторное лечение. Хорошо, стационарный пациент, пошли дальше. Вот у него, что ему вы можете дать бесплатно? Все растворы, антибиотики, то, что есть. Я не говорю, что у нас есть все препараты, прямо, которые бывают случаи, когда какие-то дорогостоящие, какие-то другие препараты тоже требуются. А основная В основном масса... антибиотики ваши? Да. Все Государство антибиотики государство дает. Мы всегда пишем списки по количеству больных, да, требования через аптеку, мы Но выписываем вы препараты. список все же пишете пациенту, что ему надо приобрести? Список тот, который лежит у нас, мы ему не пишем. Вы можете прийти, лично опросить каждого у нас в стационаре. Те, которые лежат в стационаре, вот то, что в хирургии, что в педиатрии, растворы, антибиотики, такие элементарные вещи у нас выдает государство. Ну, это интересно, да, это очень хорошо. Если, я не могу вам и не верить, но если так Нет, происходит, я думаю, что это можете замечательно. В прийти любом поверить, случае, зрители потому же нас что- слушают, они у вас Нет, бывают, действительно и- приходят некоторые больные, а Да. нам ничего купить не надо, не спрашивают. Мы говорим, нет, у нас это есть. Скажите, пожалуйста, это было всегда или это вот Это не наблюдается всегда. какая-то тенденция Это последние не всегда годы? Или- было, но последнее время большее количество, там, бинт, вата, какие-то такие элементарные расходные вещи мы больным не пишем, чтобы они пошли или закупили. Ну, как-то государство это выделяет, понятно. Для пациентов же государство это делает. для Да. пациентов. А контроль усилился или как? Вот почему раньше ведь тоже, сейчас и в некоторых больницах до сих пор это продолжается. Приходишь и сразу же тебе говорят, давай иди, покупай Ну, там. я могу за сейчас ответить, то, что нам дает государство, мы ничего себе не забираем, мы выделяем это вот по назначению. Вы поставили меня в затруднительное положение. Вот почему. Можно я поделюсь одной информацией? Просто мне не хочется после слова Анны ложку дегтя. Нет, но это то, что я слышала несколько раз. Вот несколько. Даже не то, что много раз, но несколько раз. Вот я слышала о том, что люди, которые с детьми приходят в вашу больницу, иногда они не хотят именно в вашу больницу, а хотят в инфекционную. А инфекционная больница, не может их принимать, скажем, это ваши пациенты. Я интересовалась, а почему они хотят в инфекционную больницу идти, почему они в детскую не хотят? Может быть, они до вас уже пошли в инфекционную, потому что они наслышаны о том, что в инфекционной больнице препараты все бесплатные, вот услуги, которые оказывают врачи, медсестры и так далее, начиная от капельницы и прочее, что все там бесплатно. Более того, там налажено питание для пациентов стационарных и так далее. И поэтому они стремятся в эту больницу. Уже даже анекдоты ходят по этому поводу. Первый раз Но мы, слышу кстати это, говоря, честно. Раньше, когда Да. мы отправляли в инфекционную, сейчас, правда, инфекционная Да, да. больница работает, и их больные, спокойно мы вот уходят как-то к ним. заговорили о том, что это вот как бы островок коммунизма, вот, потому что везде всюду жалуются, что тут надо платить, там надо платить, и достали все, у нас нету денег и так далее. Человек, когда заболевает, он оказывается в непростом положении. И я не говорю о людях, у которых есть возможность и выехать, полечиться там где-нибудь, а вот наша основная масса людей, которая должна и лечится, в общем-то, здесь. Да, и поэтому, когда сталкиваешься с тем, что где-то уже вот наведен порядок, и люди могут надеяться на то, что государство им гарантирует даже бесплатное лечение, я не знаю, это какой-то оптимизм в нас может, вселяет. это Может быть, мы связано- социалисты вообще по воспитанию, по менталитету, поэтому. В последнее время очень хорошо отзываемся об инфекционной больнице, очень хорошо и об онкологической больнице. Там тоже ситуация изменилась, а это вообще особая больница, вы понимаете. Да, там изменилась ситуация, и люди это говорят и в Абхазии, здесь в маленьком городе, мы все друг друга знаем, и знаем, что там ситуация поменялась. И вот сегодня многие вещи вы нам открыли, кстати говоря, и очень хочется надеяться на то, что ваша больница тоже будет в этом ряду, в ряду тех больниц, которые показали, что, оказывается, можно заботиться о своих людях и о пациентах, и делать это даже от души. Какие-то
болевые точечные места мы нашли сегодня, правда же? И я думаю, что даже не зрители, которые слушают нас, потому что эта тема очень злободневная, да, здравоохранения вообще, и в том числе детского здравоохранения, но еще потому, что те, кто должен потихонечку формировать эту систему здравоохранения, о которой мы говорим, чтобы она была именно для Абхазии, именно под Абхазию, чтобы она была удобна, чтобы она была нам по плечу, потому что копировать кого-то нам будет очень сложно. У нас другие ресурсы, другие возможности, другая страна и так далее. И когда мы примем самые нужные организационные решения и выправим эту ситуацию, может быть, агрессии в обществе тоже будет меньше. Чиновники, которые нас слушают и имеют прямое отношение или косвенное отношение к здравоохранению, они тоже будут думать о том, как изменить ситуацию. Я понимаю, что забота о здоровье детей прежде всего важнейшая задача родителей. Но не только родителей. Вот это слово «не только» сегодня, да, для нас является наиболее важным, наверное. И еще раз скажу, может быть, другими словами, что детское здравоохранение в Абхазии должно определиться со своими задачами и со своими возможностями. Это была Аргама. Спасибо.